Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Так, надо, чтобы все зашли сюда написать. Так, освободилась. Лидер. Так, валейкум ассалам. Хамза, отхалдается отзвукана язди, что кузаю али стрим ссылку оси Эдам Ада из. Un dальше шел техник занятую с интернет был бешец. Даюшься, палки бешу, как обычно. Его лохар нога. Валейкум ассалам, война машволь. Так. Ассаламу алейкум, Массарга. Витаю вас, друзья. Сегодня я выхожу в мир с телефонов, так как не получается в ТикТок, или это в YouTube, по-моему, это ТикТок. Вещаем, и вот такая картинка у нас сегодня будет. Ну, я думаю, зато качество будет получше, чем через компьютер. У меня проблемы с интернетом начались вот буквально за час до начала стрима, причем даже не могу поделиться мобильным интернетом с компьютером, какие-то возникают вопросы про технические проблемы. Ну, да ладно, в принципе, и те люди, которые сейчас там ждут на том эфире, если вы их предупредите, Адам Баркалон, если вы их предупредите, что стрим откладывается, что стрим перенесен на другую ветку, на другое, можно сказать, даже время. Вот такие вот дела, короче говоря. Так, эти исчезают сообщения. Ну вот тут чат. Так. Ну, я думаю, вот так. Короче говоря, сообщения исчезают. Постараемся так. Так, ТикТок работает нормально. YouTube, видимо, русские террористы уже освоили, и у них получается как-то мешать нам. Околяря, Адам, получилось у тебя, предупредил ты их, что если можешь, ссылку прямо эту, вот этого нашего стрима туда закинь, чтобы они могли прийти сюда, потому что некоторые взрослые нас смотрят, они не умеют вообще пользоваться, и возникают такие вот проблемы. Поэтому я вам не смогу сегодня показать про потери, но, по-моему, 560 было сегодня утром. Я смотрел уничтоженных русских террористов. Хамза Дересуль, Машволь, Вильпешавига, Машволь. Дересуль, Масяна. Так, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Сюрдик хайер света, Машволь, Дику Далбухастам. Так, а сам все хорошо, все отлично, Адам, все отлично. Всем скалам, всем, друзья. Почему-то у меня вот здесь на ютубе пропадают комментарии, если вы их не пишете. Я не знаю, как сделать так, чтобы они были всегда. Они нам мешают правду раскрывать. Да, не говори, Заур. Приветствую. YouTube видно нормально. Ну, отлично. Ну, картинка как бы снизу вверх, не очень удобно, но я пока экстренно все делал, поэтому не закрепил, ничего не сделал. Время 21:11 по Берлину, 23:11 по Джахару. Сегодняшний стрим я назвал Кадыров отравил Алаудинова, как нам стало известно. Сегодня русские пропагандисты сообщили, что, Кадыров сообщил, что якобы Абти Алаудинову пришло письмо, и оно оказалось отравленным. Так русские террористы из ФСБ травили
много кого, в том числе Хатаба, нашего добровольца, который у нас сражался. И вот такая вот история произошла. Понятное дело, что это могли сделать и украинцы тоже, да, как бы, ну, имеют такие возможности при желании. Но почему-то мне кажется, что именно за отравлением с большой вероятностью стоит именно Кадыров и его люди. И я сейчас расскажу почему. Помните, еще в самом начале широкомасштабного вторжения в Украину, попыткой захвата Киева русскими террористами, объявился Аптиалаудинов. Сперва там Адам Демирханов потусовался, у него что-то не клеилось, там у них проблемы с речью, потому что только Аптиалаудинов имеет высшее образование и более-менее умеет говорить на русском языке, в отличие от остальных. И такая вот, смотрю в ту камеру, как будто уже по привычке буду сюда смотреть. Правда, здесь я отвлекаюсь на комментарии и могу когда уходить, да, от темы, которую говорю. И вот такая вот ситуация. И я тогда предположил, что Аптиалаудинов может стать преемником, да, и что вот кадыровский сейчас трон расшатается, Аптиалаудинов станет новым преемником, гауляйтером и вернется победителем. Ну, так как ситуация складывается на фронте не так хорошо, как им хотелось бы, поэтому это немножко затягивается, вернуться победителем. Но угроза со стороны Аптиалаудинова, она имеется. И как мы помним, ну там, конечно, Аптиалаудинов может быть иметь такое косвенное отношение. Было убийство мэра Аргуна, так называемого мэра Аргуна, предателя чеченского народа, некого Ибашки. Не помню сейчас его фамилии. И вот этот Ибашка, и там еще один там с Урусмартана парень, и Аптиалаудинов отвесили, как бы находились вместе и отвесили подзатыльник фотографии Рамзана Кадырова. И каким-то образом Рамзану Кадырову об этом стало известно. Вот этот Ибашка с Аргуна, он работал на ГРУ, на военную разведку. И Аптиалаудинов, по моим подозрениям, тоже являлся агентом именно ГРУ, военной разведки. Хотя вполне может быть, что он агент ФСБ, а не ГРУ. Как и Рамзан Кадыров, как и Магомед Даудов, он может быть там агентом ФСБ. Ну, Рамзан Кадыров забрал этих людей, Аптиалаудинова, вот этого мэра Аргуна, так называемого мэра, и вот там тоже какой-то чиновник, тоже, по-моему, мэр Урусмартана, его забрал, попытал их, сына вот этого мэра Аргуна они попытали, так называемого мэра. И в конце концов отец сперва скрылся в Москве, потом вынудили отца вернуться из-за сына. И вот потом его там били, избивали, делали такое подобие суда над ним. И в конце концов вроде бы оставили его в покое. Говорят, что там за него там очень сильно попросили Путина, чтобы он оставил этого мэра Аргуна в покое. Но потом этот мэр Аргуна, этот Ибрашка, ехал на машине и каким-то образом упал с обрыва, большого обрыва, и погиб. Аптиалаудинов был отстранен от всех занимаемых должностей и находился дома под домашним арестом. Всем мужчинам из его семьи было сказано, буду опять смотреть сюда, было сказано, не выходить из дома, если кого дома выйдет, даже за порог ворот, если увидят, то у них у всех будут большие проблемы. И поэтому Аптиалаудинов сидел дома, записывал иногда видео, которые говорили, в которых он признавался в любви к Ахмаду, пути Ахмада Кадырова, ну и к самому Рамзану Кадырову. Потом началась
широкомасштабная вот эта война, и тогда Абдел-Лаудинов был востребован. И именно в направлении ЛНР и ДНР, да, делятся две так называемые эти республики. ЛНР это там отрабатывали военные, ГРУ, а ДНР это было под контролем ФСБ. И Абдел-Лаудинов попал в Мариуполь, а Лисичанск, я вот сейчас не знаю, кто мне может напомнить, Лисичанск приезжал, как его, Магомед Даудов. Скажите, Магомед Даудов, Лисичанск это где? Что это такое? Короче говоря, получилось так, что сейчас Абдел-Лаудинов начинает становиться звездой. Звездой его приглашают на российское телевидение. Это контролируется в основном ФСБ, российское телевидение. Это не только Путин им всеми управляет, там это занимается именно ФСБ. Там, конечно, есть верные люди, как бы верные, до первого грома, как говорится, верные люди Путину. Ну вот такая вот ситуация была. И Абдел-Лаудинов уже становился звездой. И в этот момент он получил письмо, и вот произошло вот такое вот отравление. Будем наблюдать, будем смотреть. На самом деле, я считаю, я с первых дней, когда я там увидел Абдел-Лаудинова, как пришел к этой мысли, сообщил ее, считаю, что реально Абдел-Лаудинов представляет угрозу для поста, для кресла Рамзана Кадырова. Также можно это еще дополнить это тем, что вот этот Ибашка, Абдел-Лаудинов и вот этот мэр Урус-Мартана, так называемый мэр, донатили очень сильно, если вы помните эту историю, Тумсо Абдурахманову, некому блогеру, которого здесь там все там и Кавказ Реалии, и Радио Свобода тоже пытались пиарить и так далее. И после того, как вот этот инцидент с ними произошел, донаты к этому блогеру прекратились и так далее. Поэтому я склонен считать, что вот именно и вот этот Абдурахманов, и Алаудинов, и вот этот Ибашка, так называемый мэр Аргуна, это все люди, принадлежащие ГРУ. Конечно же, если человек является агентом, его можно и передавать, его можно там на время друг другу давать пользоваться, это как бы возможно такое, но чаще всего как бы свой агент работает на свою контору, вот как-то так у них происходит. Поэтому вот Лисичанск, Луганская область. Понятно, Лисичанск, спасибо большое, Оксана. Лисичанск, вот они тогда. А Мариуполь это Донецкая область, правильно? Оксан, можете мне напомнить еще раз? Мариуполь это Донецкая область, правильно? Ну, я считаю, что с большой вероятностью, пока мне сейчас тут отвечают, я считаю с большой вероятностью, что какая Запорожская? Нет, Мариуполь это Донецкая, какая Запорожская. Магомед Даудов, Абдел-Лаудинов реально являлся угрозой для поста Кадырова. И мотив для совершения вот этого отравления у Кадырова Рамзана имеется. Тем более до начала вот этого широкомасштабного вторжения они уже были, фактически Рамзан Кадыров не мочил его только лишь потому, что старшие из Москвы, хозяева с Москвы ему запрещали это делать. Вот, как-то так было. Да, спасибо, мне ответили, Донецкая область. Донецкая область, она находилась под кураторством, под контролем ДНР. Не Донецкая область, а так называемая ДНР находилась под контролем ФСБ. Так всегда делается. Например, на Кавказе они также делят. Например, если вы обратите внимание, в Ингушетии мэром
президентом так называемым, потом главой. Сперва был Аушев, военный, затем был Зязиков, ФСБшник, затем был вот этот, как его, следующий военный был, умилорить за Боц, Бизмаш, Цешиш, и Слосунце. И вот сейчас Халиматов, тоже ФСБшник. И вот у них меняется. То же самое происходит в Чеченской республике. В Чеченской республике во время аннексированной немножко своеобразно все происходит. Но тоже ФСБшники с военными всегда друг друга дополняют. Как бы пытаются как-то противовес друг другу. Евкуров, да, спасибо. Евкуров, да-да-да. И в Чечне есть РОШ, региональный оперативный штаб. В этот РОШ входит главарь банды УФСБ по Чеченской республике, в данный момент им является Игорь Кочнев, глава так называемой республики Рамзан Кадыров, министр МВД Руслан Алханов и военные два округа, возглавляющие на территории Чеченской республики. Ну, это называется у них РОШ. Потом есть еще ОШ. Это оперативный штаб, в который входят директор ФСБ там, и так далее. И который, там замы в этот ОШ ходят. Замдиректора ФСБ, замдиректора МВД и так далее. Вот это, всю эту организацию в свое время возглавлял с начала вот, взрывов домов в 1999 году, когда русские террористы взорвали своих же женщин, детей, стариков и мужчин. Патрушев, русский Фредди Крюгер. И вот этот Патрушев до сейчас является главарем Совета Безопасности, или входит, или главарь, по-моему, вот этого Совета Безопасности, которому подчиняется тот же ОШ, ну и, соответственно, тот же РОШ, который находится в Чечне. То же самое происходило в Дагестане. Тоже можете обратить внимание. Там, конечно, это все показывалось нам, как будто это там, даргинцы, аварцы, между ними эта власть делится. Это тоже в определенной степени правда. Но если, например, глава был аварец, ФСБшник, то его там председатель правительства, или как оно у них там называется, он бывал из военных. И наоборот, если становился военный главой Дагестана, то вторым лицом был у них всегда военный. Таким образом, они пытались контролировать Кавказ, и в определенной степени эта схема у них работала. Именно так была построена ситуация в Донецке и Луганске. В Луганске заправляли военные, в Донецке, куда поехал Гиркин и министром обороны, кем он являлся, там тоже можно подтвердить, что это было ФСБ. Вот такие вот дела, друзья. И поэтому я считаю, что большой вероятностью за отравлением, попыткой убийства Апти Алаудинова вполне может стоять или же Рамзан Кадыров, или же его люди, которые там имеются. Также есть другая еще система, чтобы тоже было понятно. Это завгаевские такие товарищи, я их называю завгаевщиной. Это старая советская номенклатура, которая, ну, они уже старенькие сами, но у них подрастает поколение, и они вот таким образом новую смену готовят. И Апти Алаудинов, тот же Тумсу Абдурахманов, это их пропагандист, и он не один, этот Тумсу Абдурахманов, они как бы накручивают, они работают в одном направлении. Ну, вот как-то так у меня мысли сейчас из-за того, что я смотрю и сюда, немножко, может, путаются, поэтому давайте я почитаю ваши комментарии, может, немножко освежу ситуацию. Ходячие мертвецы. Так, всем привет вновь вошедшим. Салам алейкум. Друзья, ставьте лайки, распространяйте ссылку.
распространяйте ссылку на наш стрим. Чем не угодил им Алаудин? Вот я только что рассказал, у меня стрим идет в YouTube, вы можете, если что, если хотите потом посмотреть, можете зайти в YouTube и посмотреть уже то, что не услышали. Я только что рассказал свое видение этой ситуации. Так, куда делись наши комментарии? Основой любой очень. Да, Адам. Аслан, это правда, что в Дагестане часто бывали стычки за власть между аваро-даргинскими кланами? Даже у кумыков нет такой власти, как у аварцев и даргинцев, а у остальных народов нет власти. Ну вот, я свое мнение, поэтому тоже высказал, Заур, по поводу, как там власть дербанилась в Дагестане. Ну, я больше вот делал наблюдение по Ингушетии, это просто бросается в глаза, ну, откровенно просто. То военные, то ФСБ, то военные, то ФСБ. А у нас в Чечне там очень запутано и всячески пытаются таким образом не дать нам сориентироваться, кто есть кто, какие там должности занимает там и так далее. Всячески пытаются запутывать, переименовывают разные там эти организации. Как-то так. Слава Украине, смерть врагам. Героям слава, Амзат. Пауки в банке начинают жрать друг друга. Вендетта, они давно друг друга пожирают, с самых первых дней они пожирают. Та же советская вот эта номенклатура, Завгаевщина, она пострадала очень сильно от Рамзана Кадырова, его эти завгаевские даже были убиты, уничтожены кадыровскими людьми за передел собственности. Был такой Маулади Атлангириев, его еще называли Руслан Атлангириев, там человек, приближенный к Патрушеву и к ФСБ, соответственно. И как говорят, этот человек, как-то говорят, сказал, что когда у них прошла вот эта конфликтная ситуация, начали отжимать у завгаевских, да, у старой номенклатуры, да, возьмем так, будем так называть, советской вот этой номенклатуры, начали отжимать там доходные места, вот этот Руслан или Маулади Атлангириев как-то сказал, говорит, что это новые, и им нужно, им терять нечего, и они будут что угодно делать. А нам нужно хотя бы отстоять свое. Но Маулади Атлангириев не отстоял, его в Москве при выходе из ресторана «Каретный двор» люди Кадырова забрали, вывезли в Чечню, долго пытали и потом, видимо, казнили. Тело так и не нашли. Говорят, его там на цепи водили. Показать там какому-то там своему родственнику там, или другу, который его искал, пытался как-то его спасти. Этот человек был очень известен в узких кругах, именно в этом КГБшных этих кругах. Он представлял чеченцев как криминалитетом в России. Это такой, можете в YouTube забить, о нем много написано. Ну вот, таким образом, не только Маулади Атлангириев погиб, там очень много людей, Рамзан Кадыров, его окружение, они не только их убивали, они их совершали с ними разные непристойные действия, которые снимались на камеру, и после этого эти люди фактически становились заложниками, да, вот этого обстоятельства, и как бы ничего не могли поделать, и просто замолкали. Просто замолкали. И сейчас у вот этой старой советской номенклатуры появился шанс свергнуть Кадырова. Но они понимают, что сила у Кадырова, деньги у Кадырова, оружие у Кадырова, на сегодняшний день и власть у него, и для этого им нужно использовать чеченский народ. И они всячески, они еще во время войны предлагали нашим партизанам, нашим бойцам разную информацию по кадыровцам. Ну, наши всегда отказывались, хотя были кто соглашался, но это их не спасало.
это ну, как бы ни к чему хорошему для них не приводило, за то, что они коллаборационировали с обиженными вот этими подхолопниками. Но факт остается фактом. Сил у них не хватает, и им нужны чеченцы, мы, то есть с вами, неважно, ваххабисты, ичкерийцы, демократы, кто-либо другой, но любые чеченцы, которые пойдут смещать эту власть ради них, то есть Рамзана Кадырова. Ну и вот я вижу это вот так. Я, конечно же, категорически против этого, пускай они сами грызутся, выясняют. Наш вопрос должен решаться политически правовым путем. И, конечно, нам нужна и сила, она у нас определенно есть, просто она немножко разрозненная, хотя есть и организованная, которая не светится. Но я думаю, что более организованно и более открыто в ближайшее время мы тоже будем выступать, но, опять же, не доводя это дело до войны. Нам ни в коем случае не надо сейчас ввязываться и лишний раз там проливать кровь свою, чужую. Тем более наш вопрос именно связан с тем, что мы должны не просто устроить какой-то там суд Линча, заскочив в Чеченскую Республику, а захватить Чеченскую Республику в принципе не проблема. Если настоящий лидер чеченцев, которому чеченцы будут верить, доверять, они появятся, то это абсолютно никакая не проблема, потому что и чеченский народ, кадыровцев не так много, и чеченский народ, да и среди них немногие захотят, если Россия покинет, принимать участие в войне против своего народа. Они только за русскими автоматами и танками могут принимать в этом участие, а сами не потянут. Поэтому ситуация такая, что нам категорически не нужно. Да, мы готовы захватить власть в Чеченской Республике, не проблема, в принципе не проблема. Проблема в том, что после того, когда мы ее возьмем в руки, нам нужны будут кадры, которыми мы должны будем управлять. Их у нас, ну, к сожалению, маловато. На тот момент было, когда еще Советский Союз разваливался. После Первой войны вообще не было, потому что был бардак и послевоенное время. Сейчас же у нас есть кадры здесь, в Европе. Также есть и в России найдутся, и в самой Чеченской Республике найдутся. Ну и как бы, если речь идет о протекторате, это единственный выход из нашей ситуации, то я думаю, каких-нибудь там очень образованных там министров финансов, министров каких-нибудь там других отраслей, нам проще будет пригласить из той же Литвы, Латвии, там, я не знаю, из Германии, откуда угодно. Можно будет приглашать на первое время. Вот как-то так, друзья, как-то так. Поэтому наш вопрос решается только правовым путем, дипломатическим, политическим, правовым путем. Вот как-то так, да. Так, ва алейкум ассалам, Гауш. Так, ва алейкум. Так, на то, что произошло в Турции насчет землетрясения, здесь один четкий ответ. Это искусственное землетрясение, в этом стоит. Я не понял. Ты хочешь сказать, Эдам, что за землетрясением в Турции стоит Запад? А кто может быть лидером чеченского народа? Ну, не знаю, Заур, но чеченский народ должен решить, кто будет лидером. Хамзат, ассаламу алейкум. Так. Аслан, в 91 году были кадры? Да, Заур, кадры были. Смотри, какая ситуация. Я об этом говорил, по-моему, на чеченском языке я об этом говорил на стриме. Кадры были после развала Советского Союза. И, ну, смотрите,
любой человек, который пробивается во власть в советское время, они пробивались чаще всего, можно сказать, всегда пробивались под протекцией КГБ. И эти архивы мы захватили, наши бойцы, наша власть в лице Джохара Дудаева захватили эти архивы. И с этими людьми нужно было что-то делать. Или нужно было опубликовать эти списки и таким образом ввергнуть фактически Чеченскую Республику в гражданскую войну, потому что чеченцы бы не стали бы терпеть, зная, что вот этот человек на них когда-то настучал, и там кто-то пострадал, погиб там, или был расстрелян, или посадили на 15 лет, или еще что-то. Это были бы очень большие разборки, и тогда у нас не было бы кадров. Я так полагаю просто, это мои выводы, которые я сделал. И было принято решение, что давайте мы, тот, кто возьмем, будем брать, кто за нас, будем брать, и там будем смотреть, если не подходит, будем отсеивать. И потом началась Первая русско-чеченская война, и Джохар погиб. Говорят, эти архивы уничтожены. Одни говорят уничтожены, другие говорят, что они сохранены. Не знаю я, чем связано. Известно, что Ахмад Кадыров являлся агентом КГБ, исходя со слов бывшего президента Ичкерии Зелимхана Яндербиева по кличке Адам, по условному названию, под псевдонимом Адам. И когда закончилась Первая русско-чеченская война, вот тогда это уже было проблематично. Тогда принимался закон о люстрации, и его так и не утвердил Аслан Масхадов, но получилось так, что кадров не было. Вся республика была разрушена, и уже пророссийских брать было очень сложно. Объяснить это народу, объяснить это нашим бойцам. Это было очень тяжело, и поэтому был вот тот бардак, который был. При этом активно Россия внедряла своих агентов, там провокации, криминал и так далее, и так далее. И фактически мы были без кадров. Сейчас ситуация в корне другая. У нас в Европе здесь находится 420 тысяч. Это почти 40% нашего населения. И какое-то время мы сейчас пожили, у нас какие-то люди получили образование. И поэтому в этом плане мы можем обойтись вот без этой советской номенклатуры, которая фактически и развязала войну против нас. Ну вот как-то так, друзья, я вот как приходят мысли, я вам их рассказываю. Поэтому сейчас я не думаю, что будет у нас кадровый голод, но мы должны четкую позицию иметь. Я так думаю, только через Россию. Сами как думаешь, тут что-то не то основа. Ведь Швеция хочет пойти в НАТО, а это Турция не хочет. И тут как думаешь, сам? Я думаю, Адам, никогда Запад не будет делать такие страшные преступления в отношении члена НАТО, своего союзника и вообще какого-либо, какого-нибудь там явного, если это не воюющий против него враг. Я считаю, что это просто обычное землетрясение, которое рано или поздно в некоторых местах чаще происходит. Поэтому да, я даже не думаю, что за этим стоят русские террористы. Хотя они могли бы это. А вот Запад, он бы этого даже не сделал бы при всем желании. Хотя вполне возможно, что у Запада, больше вероятно, что у Запада больше есть возможностей разработать такое оружие, если оно существует, для применения его. Но я ни в коем случае не могу допустить, что это могли бы сделать люди, которые есть на Западе. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Так, ассаламу алейкум, ночь из Норвегии, ва алейкум ассалам. Сейчас и архивы не нужны, сейчас видно, кто есть кто. Ну, не скажи, Руслан, мы видим только верхнюю часть. Да даже вот мы видим абсолютно явные агенты, мы говорим, что агенты, а у нас столько необразованных, не понимающих вот эту всю кухню людей, которые абсолютно, не верят тому, что очевидным фактам. Лидером сделать того, кому США доверят деньги. Анархист.
Но я тебе скажу, скорее всего, скорее всего, да, анархист, скорее всего, потому что Дика Мейлера, да-да-да, может быть, вполне и так может быть, да, но нужен человек, который абсолютно кристально чист будет и не коррумпирован. Такие люди есть, я в этом не сомневаюсь, в чеченском. Вообще, чеченцы славятся не тем, что они воины, а тем, что они не продаются. Ну, как и обычно, в семье не без урода бывает, и у нас такое, но именно этим мы и славились всегда. Хотя нам русские пытаются навязать, что там чеченцы покупаются, продаются и так далее. Покупаются, продаются представители всех народов. Но в этом плане чеченцы, мне кажется, вот кто есть, тот есть очень честный и порядочный. Поэтому я думаю, у нас полно таких найдется. Так, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассалам. Альфа 777 Машволь. Так, вернее, это скажешь так, с Турцией не спешит с ответом насчет Швеции. Эдам, ну смотри, Турция и Швеция, у них какой конфликт, как у них происходит? У них происходит, сжигают Коран, создают такой информационный повод, провокации. Вот это. Нет, ни в коем случае, чтобы сделать землетрясение, погибло уже 37 тысяч. Это невероятные цифры. Я смотрел видео, как люди в подвалах сами себя, ну не в подвалах, под завалами находятся и снимают сами себя. Но это ужасно, конечно. Это очень ужасно. Так. Быть врагом Америки опасно, а другом смертельно, говорит Ольга Нгемен. Я, да, считаю, быть врагом Америки опасно, а другом, быть надежным, верным другом Америки быть, это очень круто. И на сегодняшний день это Путин, террорист Путин, помните, там Обаму у туалета подлавливал, там и так далее, и так далее. Русские, когда, как в той басне про Крылова, когда там лиса не смогла достать виноград, по-моему, да, сказал, наверное, невкусное. Вот точно так же русские начинают, когда у них что-то не получается сейчас, Украина там выпрашивает оружие, Украина там это, а сами просто расплывались от того, что их Путина там английская газета, журнал признал человеком года, там его пригласила королева, там его там в овальный кабинет позвал этот, или куда его там в Белый дом. Еще там вот эти вещи, когда Путина делать. Тогда почему-то русские террористы и просто имперцы забывали, что это какие-то плохие, опасные американцы. А сейчас почему-то, когда Украина или Ичкерия хочет дружить с Америкой, и это наша гарантия безопасности от русских террористов, почему-то начинают говорить, что Америка плохая и так далее. Плохая она или нет, это уже мы сами как-нибудь разберемся. Так, ва алейкум ассалам, Вивини, Машволь. Так, кадры есть, вопрос только, захотят ли вернуться. Захотят. Так. Асан, я не могу не согласиться с Леди, она четко думает, да, это может через Россию, как говорится, сверху, у них по-братски все хорошо, а для нас они враги, так что подумай, вернее, подумайте. Но я сейчас не читал, Леди, что там говорит, ну, если ты имеешь в виду про поводу этого землетрясения, не Обама, а Трампа. Обама он ловил, еще Обаму он тогда ловил, а потом уже и с Трампом тоже было. Еще и Обаму тоже. Так. Что думаешь о конференции в институте Хадсона «Подготовка к распаду России» и участие в ней Инала Шарипова? Я не знаю, что там, где там участвует Инал Шарипов. Вообще я не знаю такого человека Инала Шарипова.
Хорошо, хорошо, мы посмотрим, видно будет все далее, а то, что землетрясение будет, посмотрим, что дальше будет. Да. Ну да, никто из наших бывших лидеров не принял помощь от США. Да. А русские после 45-го года говорят, Америка плохая. Как они говорят? Ну, они после 45-го говорили плохая, но почему-то в 91-м их президент поехал в Сенат США, полетел в Сенат США, и там воскликнул, Господи, благослови Америку. Так, ну давайте почитаем в ТикТоке. Вопрос, ты прививался? Не понял, с какой целью интересуюсь. Убейсь. Так, была бы республика, а кадры найдутся, если не лучше. Ну, это, я тебе скажу, это не такая простая проблема. Это не такая уж легкая, легко решаемая проблема. Чтобы создать кадры, нужно иногда десятки лет. Почему РФ сказали выехать всем иностранцам, даже посольстве? Да, Саят, я тоже слышал эту информацию. Не РФ, почему РФ сказали? Не РФ сказала, а я слышал, что американцы сказали своим гражданам покинуть Россию. Ну, смотрите, у меня две версии по этому поводу есть. Одна версия, что русские террористы сейчас собираются идти на штурм, и украинцы пытаются, и западные их союзники пытаются контратаковать. Потому что русские говорят, что вот завтра, послезавтра уже фактически кулак сформирован, и там они идут на Угледар и дальше собираются идти. Ну, как бы вот об этом пока идет речь. Вот на самом деле это неделя, еще неделя, это такое время, когда начнутся, ну, вот, те события, о которых мы уже давно говорили, что будут вот эти большие бои. Посмотрим. Но нисколько не сомневаюсь, что у Украины есть все необходимое, чтобы как зомби наступающих уничтожать. Так, Шалинский, ва алейкум ассалам. Америка призвала своих граждан с РФ, Франция призвала своих граждан с Беларуси. Да, вот это я слышал, да, не РФ, а вот ты правильно написала, Оксана, вот об этом я слышал. Поэтому, может быть, Украина, понимая, что сейчас Россия собирает кулак, она сейчас собирается идти штурмом, Украина может нанести удар по Москве, как нам доложил Подоляк, да, такое впечатление было, что он сливал эту информацию, хотя, не знаю, может просто припугнуть решил. Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва была озвучена Подоляком. Ну, посмотрим, как его. Арестович тоже начал какую-то информацию тоже выдавать, что сейчас будет, что-то будет. Потом министр иностранных дел Украины тоже говорит, что такие идут очень интересные информационные вбросы. Ну, мы сейчас, я так полагаю, что мы стоим на пороге каких-то сейчас активных действий. А так, конечно же, у России нет никаких шансов, в этом нет ни малейшего сомнения. Сколько бы русских террористов туда не посылали, они будут уничтожаться. Хотя русские пропагандисты на всех каналах нам рассказывают, что там хорошо, там, что мы бьем там, и так далее, и так далее. На самом деле все ровным счетом наоборот. Русские врут, как врали. И как бы продолжают и будут дальше врать. В этом нет сомнения. Но ситуация такая, что украинцы фактически не вступают в бой. Как у нас в Чечне война идет. Мы пытаемся добраться до русских, русские отступают, разведка нас обнаруживает, наших бойцов
передает, и артиллерия нас накрывает. Вот сейчас украинцы воюют именно так. Только сейчас в нашей роли, в роли оказались русские террористы, а в русской роли оказались сейчас украинцы. Потому что у украинцев более дальнобойное оружие, более точное оружие, и они считают, берегут своих людей, в отличие от русских террористов. Русские же создают маленькие группы, как мы когда-то создавали. И вот этими маленькими группами пытаются наносить урон украинцам. А у украинцев приказ, в случае, если они вступают в боестолкновение, немедленно отступать и накрывать артой. И вот, ну, работа вот в этом направлении ведется, очень активно ведется. Салам алейкум, ахкой, Боже, храни Америку. Ва алейкум ассалам, аду машвоэль. Интересно, но мне пора адикдалюэль фрея. Наверное, одной из причин того, что США стали такими плохими для СССР, потому что не хотели рассчитываться за ленд-лиз. И к тому же средства ленд-лиза были частично использованы не по назначению. Ну, вполне возможно, но в принципе хорошими они быть и не могли. Они объединились просто против нацистской Германии, гитлеровской Германии, и все. А после этого, ну что объединяет? Какая-то коммунистическая и капиталистическая идеология, они абсолютно враждебны друг другу. И они не могли бы сосуществовать. Тем более с палачом Сталиным. Свободная Америка, ну она бы просто себе репутацию запачкала бы, если бы она с ним, ну искренне, по-настоящему дружила бы. Асан, я за закон, понимаешь меня, закон и порядок, это хорошо, это чисто по нашему менталитету, Асан. Но вот Швеция всегда была за курдов, кто воюет в Сирии. И тут подумай, кто и что это все значит. Адам, я не знаю, что ты мне предлагаешь подумать по этому поводу. Да, там, смотрите, в Швеции живут разные курды, которые являются врагами Турции. Они получили там убежище, живут и не тужат. И Швеция дала им политическое убежище, и поэтому, ну, кто бы там ни был, закон есть закон, как ты правильно говоришь. Если у вас человек получил убежище, все, его выдавать нельзя. Нельзя делать исключения. Если этот человек не представляет угрозу для самой Швеции или там, для государства, которое его принял. И да, турки говорят, надо выдать этих курдов. Я, например, не считаю, что курдов нужно отдавать Турции, которые борются за свое государство. Например, мы, чеченцы, боремся за свое государство, и любой человек, который борется за свое государство и за свои принципы, взгляды, не террористическим, там, нормальными методами, которые разрешены в современном мире, эти люди имеют право, как и мы, чеченцы, имеем право на свое государство. Курдов, тем более, больше даже, чем нас. Но это не имеет значения, больше или меньше. Но факт остается фактом. Курды разделены, у них нет государства. Они очень сильно мечтают. Мне абсолютно не нравится их идеология, вот эта коммунистическая, такая смесь религиозно-коммунистической, традиционной коммунистической, курдской. Абсолютно я не приветствую такую идеологию, она мне абсолютно неприятна. Я знаю, что это такое по Советскому Союзу, по Северной Корее, по коммунистической. Она, конечно, имеет каждый свои особенности, но сам факт того, что курды имеют право на государство, Турция этого не хочет, кто-либо другой этого не хочет, ни в коем случае я не могу с этим согласиться, при всем при этом. Поэтому люди, как и я, и другие, которые находятся и отстаивают свои позиции, они нашли приют в Швеции. И когда для Швеции стала угроза, для Швеции, Финляндии, они все это время придерживались нейтралитета, у них было свое оружие, есть свое оружие, они воинственный народ, мы знаем, и финнов знаем, и шведов знаем, и других, хотя они давно уже не воевали и немножко расслабились. Но это очень хорошо, поэтому они и процветают, потому что не воюют. Поэтому у них и продолжительность жизни увеличивается, поэтому они могут содержать своих пенсионеров, своих детей, инвалидов и принимать еще и беженцев.
Ну, когда стала вот эта угроза, когда русский реваншизм, вот этот имперский, начал поднимать голову, Швеция и Финляндия попросились в НАТО. Это абсолютно европейские государства с уровнем жизни соответствующим и так далее, с соблюдением права, законов, ну, как бы абсолютно подходящий претендент для вступления в НАТО. И их готовы были принять. Но Турция, вторая страна в НАТО по вооружению, по численности, она отказалась. Пустить их нужно выдать курдов. Швеция начала отказываться выдавать этих курдов, потому что это не имеет отношения. И мне кажется, это такая, шантаж, можно это так сказать, со стороны Турции, выкручивать руки в тяжелое время, в такое опасное время для Швеции и Финляндии, не давать им войти, когда они проявили желание, не давать им войти. Мне кажется, это, сверх некрасиво. Скажу так, что в государствах, делают такие вещи, поэтому, что есть, то есть. В итоге получилось так, что гражданин Дании, которого там, не знаю, какой-то родственник, отец или кто-то там раньше был или был гражданином Дании, Швеции, приехал в Швецию, не у себя в Дании сжег Коран, приехал в Швецию и перед посольством ни в мечети, ни где-нибудь там на площади, а перед посольством Турции в Швеции, вот этот намек на то, что вы нас не принимаете в НАТО, не даете нам вступить в НАТО, а если нету полного единогласного решения о принятии, в НАТО принять нельзя нового члена. И Турция как бы наложила вето, она имеет право. И он сжег Коран перед турецким посольством. Короче говоря, курдско-турецкие разборки, имперские турецкие замашки, чтобы не дать курдам свое государство, курдская борьба за свое государство вылилась в то, что какой-то провокатор приехал в Швецию и перед турецким посольством сжег Коран. Потом он, правда, понял, потому что люди начали задаваться вопросом, а что это такое, почему гражданин Дании едет в Швецию, разве нету в Дании турецкого посольства? И почему, если ты сжигаешь Коран, это не турецкая же книга, это книга мусульман, надо было Ататюрка сжечь или еще что-то сделать, а не Коран сжигать в таком случае. Но в таком случае Ататюрк, он демократ, там и особо нет, но этот человек, который имеет нетерпимость к исламу, таким образом решил себе там пропиариться, там еще что-то там и так далее. И я читал в прессе здесь, что есть основания полагать, что человек, который подбил этого провокатора, датчанина, который его подбивал на этот поступок, сказал, что все расходы возьмет на себя, и он связан с Россией, поддерживает Россию. Вот этот гражданин Швеции. Не он сам это сделал, а предложил сделать этому датчанину. И получилось фактически, этого датчанина использовали для того, чтобы угодить, например, Турции. А смотрите, как это получается. Турции буквально за день, за два до сожжения Корана министр обороны Швеции должен был вылететь в Турцию для встречи с министром обороны Турции по вопросу вхождения Швеции в НАТО, там, улаживать там разные свои какие-то вопросы. И после того, как этот Коран сожгли, Эрдоган вышел, абсолютный популист, на мой взгляд, вышел и заявил, что мы не будем сжигать Библию. Перевел разговор этот плавно в религиозное противостояние христиан и мусульман, как и требовал этот провокатор. И Турция получилась защитник ислама, смотрите, они там сжигают Коран, а даже вот сам Эрдоган слово сказал там и так далее. И заодно отмазали, отфутболили Швецию, чтобы не принимать ее в НАТО. То есть выгодно русским, а русские не хотят.
То есть, получается, Эрдоган делал услугу, Путин делал, я полагаю, Путин делал услугу, заставив, ну там, подбив этого человека сжечь Коран для Турции, а Турция делает услугу для России, для Путина. Вот это весь этот конфликт, в который нас пытаются втянуть, чеченцев. Более того, потом Кадыров начал об этом говорить, потом здесь, в Европе, провокаторы, которые сидят, и, ну, и полезные идиоты там, на самом деле, не так много провокаторов, сколько просто людей, ну, абсолютно не понимающих, что они делают и говорят, тем самым становясь инструментами в руках вот этих игр разных спецслужб. И он сказал, когда вот это произошло, Кадыров заявил там, как обычно, что-то там написал, или за него там кто-то написал, и он сказал, что теперь я сожгу, типа, в отместку перед российским посольством еще один Коран, или порву, или сожгу. И тем самым пытаются чеченцев в это втянуть. Я призываю чеченцев, не дайте себя обманывать. Не дайте себя обманывать. Не дайте себя использовать. И вот фактически, как я предположил, он порвал этот Коран перед посольством, причем, сжигая Коран перед российским посольством, нас, чеченцев, приписали, опять же, к этой фашистской русне. Ну, и вот такая вот ситуация. Так, развод, да, очень сильный развод. Тут я смотрю, ФСБшные, их подхлопники снова в ТикТок там зашли. Ну чё, подхлопники, как вам там под холопами? Нормально? Не воняет? Так, не воняет подхлопники? Скажите вам, как там под холопами? Да, Заур, я знаю, курдов много, но курды разделены. Еще они делятся а, на там езидов, на мусульман, там, ну, у них там деление, ну, это курды. Я считаю, что любой человек имеет право на свое, любой народ, нация имеет право на свое государство. Если у них есть территория, язык, это все международным правом определено, и у курдов есть все эти основания. Но вот не получается у них, впрочем, как и у нас пока. Но мы ближе, чем курды, стоим к государству. Хотя курды тоже уже, я думаю, у них все получится. Так, Швеция не воевала ни Первой, ни Второй мировой войне. Чеченцев было бы 1,060 000, если бы над нашим народом фашистская террористическая рашка не устраивала бы геноцид больше 3 веков. Да, Центурион, абсолютно так. Как сказал мой друг, поляк, русских хороших, оружия, но нема духа. Ну да. Латвия, Литва всегда поддерживала Ичкерию. Даже семья президента жил в Литве. Я всегда уверен, тот день придет, Ичкерия будет свободна. Спасибо большое. Мавадит, большое тебе спасибо. Баркал. Это путание религии в политику, и этим пользуются террористы. Он сжег книгу Коран, его содержание остается как есть. Да, конечно, курды не единый народ, они очень разные, даже на очень разного диалекта разговаривают. Да, я знаю, есть такое. Так. Некрасова, если я проснусь через 100 лет, меня спросят, что происходит в Рашке, я не задумываясь, отвечу: врут, пьют, воруют. Да, совершенно верно. А те, кто за антитеррора, тоже должны удалиться из твоих друзей? А что ты имеешь в виду, Денис? К чему ты это? К чему ты это? Тати, доброго вечера и вам.
Мы за свою землю, они за землю несут. Да, докко умаров лет дийца. Дийца нас, алстримшка, дийцна ладуа. Так. Ты реально веришь, чеченцев было бы 60 миллионов в такой маленькой Чечне? Это какая вообще плотность населения должна быть? Ну, я тебе скажу, если бы нас не убивали бы, наша территория была бы больше, потому что наша территория, Чеченская республика, наша именно Нохчи Лат, Нохчи земля, она, я тебе скажу, намного больше, чем то, что ты сегодня видишь. Поэтому, если бы нас не уничтожали, мы жили бы на своих землях. И тот же Ставропольский край, и другие территории. Это всем известный факт. Конечно бы, было бы, если бы нас не убивали, нас было бы 60, может и 100 миллионов. Чеченцы самая легкая добыча, которую легче всех использовать религиозными чувствами. Ни один народ не позволит с собой так манипулировать, даже цыгане. Откуда улетут? Да, это правда, мы очень доверчивые, мы сами не любим ложь и очень сами доверяем людям. И в этом плане, с одной стороны, это, конечно, благородные черты, с другой стороны, конечно, это нам очень вредит. Но для того, чтобы народами не пользовались, кто как хочет, у этих народов должен быть свой независимый лидер, которого 1, 2, 5, 10 лидеры общественного мнения. Мы пережили геноцид. У нас убили 300 тысяч, как ты знаешь. Поэтому, конечно, мы потеряли. Мы сейчас, как на ринге, боксер, получивший нокдаун, и вот приходим в себя. Медленно, но 100% мы уже приходим в себя. Поэтому ситуация меняется, и я думаю, недолго будут нами манипулировать. Для этого мы вот и занимаемся тем, чем занимаемся. Вот и ты, и я занимаемся тем, чем занимаемся. В основном раньше на всей территории Ставропольского края жили чеченцы. Я не знаю, на все или нет, я всех деталей не знаю, но Ставропольская территория — это наши земли. Там жили мы. Я знал казака, который, ну, уже дед был, ну, кизяк, его так казаком, наверное, нет. Так вот, он рассказывал, он с Чеченской республики был, он рассказывал, как его предки оказались на нашей земле. Я как-то рассказывал эту историю. Он со с Натеричного района был. Это тоже наши земли. Хотя были заселены на 90% вот, русскоязычными. Короче говоря, тогда на войну у русских было рабство, и после 15 лет, на 25 лет забирали с каждого двора по человеку, отдавался царю. И эти люди фактически 25 лет находились на войне, и после, ну, в походах, на войне, там, и так далее, и после 25 лет, фактически в 40 лет, ему давалась вольная грамота и надел земли, кусок земли ему давался. Ну, продолжительность жизни тогда была 45-50 лет, да, особенно вот эти солдаты с ранениями, больные, там, на улице, ну, сам знаешь, условий никаких, простуженные, больные с хроническими болезнями. И когда завоевывали Чеченскую республику, чеченскую землю, тогда еще не республику, чеченское государство, русские террористы давали земли. Также, например, мы знаем, что вот черкесская земля, например, армянами заселена Сочи, вот эти все места, Красная Поляна, Адыгея. Вот эти места, они что же раздавались армянским там воякам, там русским воякам, там третье, десятое. Ну, короче говоря, заселялись вот вдоль Терека, выбили чеченцев за Терек и заняли территорию вот, на Теречном районе.
Вот уже до туда догнали, прогнали, вырезали, сжигали все живое, уничтожалось, это продолжалось там десятилетиями. И в конце концов вот за терек чеченцев попросили перейти. И заселяли, выделяли вот этот, уходил на пенсию, ну, получал свободу так называемую, и он получал надел земли, и вот он жил. Местные замуж не выдавали, ну, кому он нужен, там, бич, 40 лет, там, без зубов 100%, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, они вымирали, заселяли, и вот давали им земли, и они там же селились, ну и, короче, не могли посадить колонистов. Позвать с других регионов заселить было опасно, потому что чеченцы постоянно делали набеги, постоянно. Вот у нас считалось там перейти Терек, это войсковые операции. Некоторые путают это с бандитизмом, с криминалом там, и так далее. А молодежь у нас это путает. А на самом деле это были просто войсковые операции. И переходили и забирали казаков, забирали в плен, и скот забирали, и так далее, трофейные, и так далее, и так далее. И поэтому колонисты туда не ехали, только там под угрозой смерти. И всегда заселяли, нужны воины, которые потом будут защищаться, не просто какого-нибудь там земледельца. И тогда, по-моему, я не ошибаюсь, могу ошибаться, конечно, по-моему, он говорил, вот этот казак с Чечни, который Кизяк, говорил о Екатерине. По-моему, речь шла о Екатерине. В это время это возможно было. Может, позже я могу ошибаться. Короче говоря, тогда в Петербурге была улица красных фонарей, так называемая. И оттуда всех женщин собрали, привезли их на Кавказ, выстроили в шеренгу мужиков, вот этих, получивших грамоты вольные, вчерашних рабов, и вот этих женщин с низкой социальной ответственностью. И поп, кого друг против друга поставил, вот он их женил. И вот этот Кизяк мне сам лично, вот, не жить мне, если я говорю неправду, это вот дословно его слова, хоть это не очень корректно звучит, я сын солдата и проститутки. Ну, так он сказал. Ну, получается, раба на самом деле. Вот потомок. Ну, вот как-то так оказались там наши дорогие кизяки, которые активно принимали участие в войне против чеченского народа. И в эту войну та же Завгаевщина зарождалась там и базировалась там, как и Урус-Мартане она базировалась. Ну вот так как-то. Да, это все наши территории бывшие. А я не верю, что у нас убили 300 тысяч. Думаю, нас убили больше, чем 300 тысяч. У нас больше 300 тысяч людей похищены на органы, и за них никто не говорит. Больше 30 тысяч людей похищены. Но, Абу Хамза, для того, чтобы что-то говорить, нужно иметь достаточно информации. Раз. Во-вторых, если ты во что-то не веришь, то ты должен приводить доказательства. Это очень большая цифра, 300 тысяч, я тебе скажу. И речь идет не только о чеченцах. Речь идет о гражданах Чеченской Республики Ичкерия, в том числе русских, наших русских, которые оказались под бомбардировками в первые дни войны, в первой русско-чеченской войне. И тогда десятки тысяч погибло наших русских. И они тоже входят в этот список. Их, конечно, не так убивали, как нас, только лишь по национальному признаку, но их тоже не разбирались. Если русский говорил, что он относится к чеченцам хорошо, жил по соседству, проблем не было, то его были случаи, их тоже расстреливали. Ах ты, значит, там, типа, за чеченов, там, туда-сюда и так далее. Поэтому, ну, всякое бывает. Поэтому эту цифру назвал, например, Рамзан Кадыров, сам назвал эту цифру. И я считаю, что эта цифра близка к той, которую вот мы полагаем и есть. Это, ну,
Скорее всего, это так. Если мы будем сейчас завышать, не имея никакой информации достоверной, мы будем говорить не 300, а 400, не 400, а 500, похищено у нас 30 тысяч человек на органы, как ты пишешь, мы потеряем всякое доверие к той информации, которая у нас имеется. Поэтому любую цифру, любую информацию, которую мы выдаем, она должна иметь какое-то обоснование, хоть какое-то, а не просто вот я так считаю. Я не считаю, что 30 тысяч человек у нас уничтожено на органы. У нас уничтожались люди на органы в огромном количестве, вероятно, цифра огромная просто, но 30, и Россия на тот период, мне тут писали, что она заняла первое место во время войны, занимала первое место по имплантации органов, продаже органов за границу, это баснословные деньги, которые платятся. И, конечно же, убийств было много. Но вот сколько, что говорить, я пока не могу. Кадыров сам не чеченец, он аварец. Я думаю, Абу Хамза, он не аварец, он скорее из кизяков вот этих, о котором я вам рассказывал. А вы спортом занимаетесь? А с какой целью вы интересуетесь? Асан, казаки вроде на северном берегу Терека жили. Да? Я слушаю вас и понимаю, что от того, как закончится война в Украине, зависит судьба не только Украины, но и Чеченской Республики. Наталья, абсолютно так, именно поэтому в 2014 году Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский, Амина Акуева выехали вам на помощь, и с тех пор находятся там, сражаются, гибнут, и весь чеченский народ вашу борьбу поддерживает, абсолютно, хотя я вам скажу, что Украина не так сильно нас поддерживала, я прямо скажу, она была за Россию, и украинские летчики воевали, бомбили нас, и военные, не как от государства, а так наемниками приходили, и так далее, выдавали нас, ваше СБУ, КГБ УССР лютовала, очень помогала русским, но, как говорится, у медали всегда две стороны. Была и другая сторона. Наши бойцы лечились у вас, были люди, которые нам помогали, были бойцы из УНА УНСО, Сашко Белый, Беркут, там другие ребята, и женщины там с ними были, которые приезжали, сражались, их было 12 или 14 человек, мужчин и женщин, и в этом пропагандистском плане, и в психологическом плане это была большая поддержка для нас, невероятно большая поддержка. И я помню, как мы бегали смотреть на этих украинцев, которые там, пацаны мы бегали посмотреть, там приехали украинцы, там на Черноречье, там они где-то появлялись. Кстати говоря, очень хорошо воевали, были погибшие, есть улицы, которые названы, были во время Ичкерии, сейчас, конечно, там другая власть. Поэтому, конечно же, мы все боремся против империи, и только сейчас Украина может. Тогда мы стояли против, и мы дали время Украине набраться сил. И помните, Джохар Дудаев сказал, когда его спросили, нужно ли чеченцам оказывать сопротивление, может не нужно, ему журналист задал вопрос, он сказал, нет уж, извините, чеченцам нужно, у него пальцы захрустели, он сказал, чеченцы должны драться на смерть. И в другом интервью, когда он дает интервью, он говорит, что Чечня, конечно, всего лишь немножко остудила, говорит, но не остановила вот этот имперский пыл. И после Чечни, вы все, наверное, видели это видео, он говорит, что после Чечни будет на славянизации, на попытке славянизации будет Украина, будет на непримиримых позициях русские украинцы сойдутся, потому что украинцы не готовы становиться младшими братьями и становиться снова вот в этот гулаг подчинения фашистской России, и что в Крыму будет бойня и так далее. Так вот, я полагаю, что вот ваш Зеленский, наш,
скажем так, Залужный, потому что я с большим уважением отношусь к вашим всем воинам, которые сейчас искренне защищают свою родину. Это те люди того поколения, они мои ровесники, получается, которым чеченские бойцы, чеченский народ, президент Джохар Дудаев дал время взрастить вот этих людей, вот Залужного, Зеленского и других, и еще молодых, которым 20-25 лет, которые вообще даже не родились. Залужные и я, мы почти ровесники, но я плохо помню Советский Союз, там в 13 лет, в 14 моих лет он развалился, этот Советский Союз, я, конечно, помню, но не помню, как осознанно что-то там, я какое-то участие принимал в жизни советской. Точно так же и Залужный, и Зеленский, и все остальные. Поэтому мы фактически дали время Украине, всем остальным странам Балтии укрепиться, свое государство укрепить, войти в НАТО там, и так далее, и так далее. И мы заплатили очень большую цену за это. Ведь Джохар Дудаев мог сказать, да, мы не можем справиться, мы не можем подвергать уничтожению весь наш народ, давайте согласимся и капитулируем. И я вас уверяю, если бы в 1994 году русские напали, или даже в том же 1994 году Дудаев капитулировал бы, чеченское государство капитулировало бы, то я думаю, что нападение на Украину произошло бы, ну, наверное, в 95-м или 96-м, 97-х годах уже бы было бы нападение на Украину. Я так это вижу. Поэтому наша борьба общая. Хотим мы этого, не хотим, нравится нам это, не нравится, понимаем мы это или не понимаем. Но оказывается, тогда были люди, тот же Сашко Белый, которые понимали все это прекрасно, всю вот эту имперскую сущность, и что Сашко говорил, что мы здесь воюем с московской вот этой империей, чтобы она не пришла к нам в Украину. И он абсолютно оказался прав. И когда эта империя приходила к вам, уже широкомасштабно, она к вам вторгалась, готовилась вторгнуться. Первая война, когда вот в 2014-2015 году началась, его убили. А он был очень уважаемым человеком, он честь нации, по-моему, награжден. Оманси это у нас называется, честь нации, если я не ошибаюсь. И этот человек был очень принципиальных взглядов и очень, очень умным человеком, потому что он принимал, тогда еще понимал, я это только сейчас понимаю. Так, Галанчевский полк Хачукаева, если помнишь. Да, помню, я Хачукаева помню, Галанчевский полк тоже помню. Вы милиционер? Что у вас за вопросы? Спорт, милиционер? Нет, я не милиционер. Завтра 14 февраля. Поздравляю. Так, друзья. Пацаны, значит, они хотят, чтобы Америка не заняла ничью сторону, вернее, Эрдоган и Путин. Так я думаю. Хочет чеченцы наперед показать, вот чистый мусульманин, который будет драться за истину. Ну, не знаю. Россия заселяла христианские народы, русские, украинцы, армяне, греки на Кавказ. Это обычная тактика империи. Завоевать какой-нибудь регион, а потом заселять его своими народами и солдатами. Да, Заур, совершенно верно, так всегда делается, заселяется колонистами, завоевывается территория оккупантами, и потом уже колонисты заселяют эту территорию. Но проблема в том, что если в этих боевых действиях не гибнут, там, например, армянские солдаты и не руководит армянский генерал, то армянам эти земли не даются. Понимаешь? Отдаются своим русским. И вот если там заселялись украинцами, значит украинские там полководцы и солдаты воевали. Если армянские, армянские воевали. И вот так это распространялось. Потому что если гибнут русские солдаты, заселять туда армян, ну это не по-русски будет точно. Так, какой истине вы можете, о какой истине вы можете говорить? Иристон. Эй, Аситин, ты чего? Какой истин говоришь?
Сколько убили, столько же зомби породили. На российском пропагандистском ТВ заговорили, что Рашку могло бы устроить ничья в войне с Украиной. Они давно об этом говорят. Они вообще на все согласны. Они сейчас говорят, там, Крым нам оставьте, уйдем там и так далее. Они Крым готовы отдать. Они готовы платить сейчас репарации. Дело в том, что это все будет обманом. Им сейчас нужно просто, чтобы украинцы перестали их мочить. Вот и все. Все, что они... Да, украинцы устали. Год война. У украинцев потери. Это невероятные потери, да, потому что даже если 1 к 10, 1 к 15, 1 к 20 потерям у украинцев по соотношению с потерями русских террористов, при всем при этом с украинской стороны гибнут аристократы духа, а с этой стороны все бичье. Но обратите внимание, зэки закончились, все, зэки уже с зон не идут, уже Пригожинская вот эта тема закончилась. Вот вся сила 50 тысяч нанятых вот этих зэков оказался 12... город Солидар с 12 тысячами до войны населением. 10 тысяч, по-моему, населения. Там, ну да, 10 тысяч населения. 12 квадратных километров. 50 тысяч зэков. Вот они все. И то там не только зэки, это все ложь. Всем контролирует, управляет Министерство нападения России. А Пригожин это только вот видеоблогер, который там закидывает видео и изображает. Такой же там, как и Кадыров. Вот такая там ситуация. Поэтому у русских положение в 1000 раз тяжелее. Вот сейчас украинцам тяжело, я просто знаю, что это такое. Мы, чеченцы, на своей территории испытывать войну, это очень тяжело. Кроме тех, что гибнут воины, разрушается жилье и так далее. Но если у украинцев есть будущее, у украинцев есть рука помощи, которая миллиарды будет туда закачивать. У украинцев сейчас суперсовременная армия появляется, которая будет одной из ведущих армий в Европе и, возможно, в НАТО, и круче, чем даже турецкая армия. У них будет инвестиции, восстановление, будут деньги забираться полностью, контрибуции у России, уже арестованные счета 350 миллиардов, 340 миллиардов, уже идут на помощь Украине и будут идти эти деньги на помощь Украине. Во всем мире украинцев поддерживают, принимают беженцев. Ну просто, вот у нас тут в Гамбурге украинцы живут в 4-звездочном отеле. Им просто целый отель выделили. Как мы знаем, чеченцы жили на корабле, большом лайнере, в каютах вот этих маленьких, неудобно и так далее. Но украинцам проявляется всякое внимание и забота. И сейчас у украинцев, несмотря на то, что вот льется кровь, все это очень тяжело, мы, чеченцы, понимаем, как никто другой. Нам даже рассказывать не надо, мы можем вам сами все рассказать. Но у вас супер перспективы. И плюс у украинцев перспектива развития, просто рывка вперед в случае победы и в случае проигрыша война не закончится, если украинцы проиграют. Украинцы, просто спросите нас, что происходит, когда вы проигрываете русским, что они с вами делают. Так вот, над вами они сделают в 2 раза еще хуже, потому что они на вас обозлены еще сильнее, чем даже на нас. Поэтому, вы там за американцев, там, предатели, там, и так далее, и так далее. Это будет резня, которая на десятилетия русские там устроят. Как сейчас 20 лет они вырезали чеченский народ, и вот сейчас они отвлеклись, и то отвлечение от чеченского народа связано с тем, что насильно забирают на войну, а кто не соглашается, убивают, пытают, унижают, снимают это на камеру и убивали. Поэтому это называется, мы вздохнули. Да. Поэтому украинцев, если сейчас Украина не будет, если они это понимают, если сейчас Украина не выстоит, то украинская молодежь, которая сейчас отлынивала от войны,
она будет воевать против Польши, вот эта молодежь насильно мобилизована, против стран Балтии, против еще куда-то. Не жалея абсолютно, как зэков, они своих зэков не жалели. Также в 2 раза, они также чеченцев. Чеченцев забрасывают с 2 рожками от автомата, с 2 рожками прям в самое пекло. Для того, чтобы выявлять украинские точки, откуда украинцы наносят удар. Этот чеченец живет, вот его отправляют, он не может ни украинца достать, выстрелить с автомата, не может отступить назад, потому что стоят заградотряд. И фактически происходит, ну, просто для того, чтобы выявить точки украинцев, чеченцы мобилизованы, не только чеченцы, другие кавказцы мобилизованы, живут, ну, там, сутки, двое, неделю. Все, они там просто перемалываются. Все скрывается, потери очень сильно скрываются, трупы уничтожаются, трупы даже не забираются. Вот сейчас под Бахмутом, под Угледаром, там, ну, просто усеяны трупы лежат вот этих чмобиков, так называемых, частично мобилизованных, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, у украинцев, да, я устало все понимаю, но у украинцев, если есть не просто мечта победить, там, стать сильнее и так далее, если просто, чтобы они не превратились в ад, их жизнь, их будущее. И это последняя война украинцев. Если сейчас они не выиграют, то нации украинской русские не оставят, как они пытаются не оставить нашей нации. Если украинцы не выиграют, то и чеченскую нацию они уничтожат. Это тоже факт. И они продолжают ее уничтожать. И дальше будут уничтожать. Поэтому, конечно же, все не так просто, но я верю, что Запад, мир выиграет. И сейчас дело мяч на стороне украинцев. И они должны отстоять свою свободу. Потому что после, если не отстоят, их ждет ад. Вот этот Евгений Федоров, есть такой депутат, НОД, он там рассказывает разный бред про НОД. Часть, конечно, там правды он говорит, но в основном, конечно, это абсолютная ложь, которую он изливает. И вот перед началом вот этой войны, а я давно за ним слежу, за ним, за другими, он говорит такую вещь. Там в Государственной Думе, у себя в кабинете он сидит, и у него берут интервью. Они там каждый день чуть ли говорили на эти темы. И ему говорят, ну вот, смотрите, вот сейчас выборы Путина были, и в Чечне 1 миллион человек. Ну там сказки, конечно, там около 100 тысяч всех бюджетников, насильно, родственников этих бюджетников, там 50, 80, 100 тысяч народу они согнали на площади под угрозом увольнения, студентов, школьников, всех, и всех служилых своих, со всеми своими родственниками. И говорит, смотрите, говорит, 1 миллион человек вышло, там, чеченцев в поддержку Путина. Ну а как, говорит, как сделать так, чтобы вот так поддерживали, например, украинцы? Потому что украинцы не особо поддерживали. В 2014-2015 году, когда гоняли вот этих прорусских там, и российских вот этих агентов. И Федоров, депутат в Государственной Думе, у себя в кабинете в Государственной Думе говорит, ну, нужно, чтобы как в Чечне уходило, 20% уничтожить. Внимание, украинцы. Нас уничтожили 30%. И мы выходим на эти митинги. И мы бы не выходили бы на митинги, если бы нам зарплату не дали бы, там еще бы, там разные причины, по которым выводили, если бы не было бы уничтожения 30% чеченцев и тотальный страх, который навязали. Самые бесправные на этой земле, украинцы, я вам это говорю, самые бесправные люди на этой земле, народ на этой земле, это чеченцы на сегодняшний день. Вы, украинцы, станете еще более бесправными, если проиграете. Просто чтобы вы понимали, к чему это идет. И он говорит, Федоров говорит, 20% нужно уничтожить. Нас уничтожили 30%, ну, видимо, вас там или не надо так много уничтожать, или потому что вас много, достаточно 20% уничтожить. Грубо говоря, если исходить из того, что украинцев 40 миллионов, то депутат Государственной Думы призывает к геноциду, уничтожению 8 миллионов украинцев.
Это есть, у меня на канале есть эти видео, я вырезал, выкладывал там, я всячески пытался привлекать к этому внимание. Поэтому даже если сейчас погибнет 100 тысяч украинцев, миллион украинцев, поверьте, если вы проиграете, вы потеряете в 10 раз больше. Причем вы будете унижены, у вас не будет ни своего языка, ни своей культуры. Ну, будет так, что вот можно. Например, чеченский язык, для сведения, вот они сейчас про русский язык, который вы ущемляете у них там и так далее, говорят, что абсолютная ложь. Я был в Украине, там все говорят на русском языке. Никто вообще, ну тогда, когда я приезжал, 3-5 лет назад, чеченский язык внесен с ЮНЕСКО в список исчезающих языков. Просто Рамзан Кадыров миллиардер, выделяются миллиарды и так далее. Нашего чеченского языка вообще нет, он уничтожается. Точно так же будет уничтожен, вы поймете, что вот репрессии по отношению к говорящим на русском языке, что это были не репрессии, которые они не говорили. Мне здесь в Германии немцы говорили, что там украинцы лютуют, там не дают русским говорить на русском языке и так далее. Я тут ругался, спорил, доказывал и так далее. Так вот, вы поймете, что это были не репрессии. Вам в кошмарном сне не приснится то, что они над вами будут делать. Поэтому проиграть, это, конечно, это угроза и для Украины, и для нас, чеченцев. Но мы-то продолжим свою борьбу. У нас шанс сейчас, появляется окно возможности, что вот сейчас Россия ослабнет, Украина добьет, наши бойцы воюют. Я тоже, считайте, принимаю участие в информационном сражении против вот этой банды. Но даже если украинцы проиграют, мы будем продолжать. У нас другого выбора нет. А как мы смириться и стать русскими или стать частью России? Никогда этого не произойдет. Никогда чеченцы на это не пойдут. Также, конечно, есть костяк и в Украине. Но начнут говорить, надо договариваться там и так далее. Я тоже за мир. Я правозащитник. Я председатель правозащитной организации. Я по натуре своей гуманный человек. Хотя не такой уж и добрый человек, как некоторым кажется. Но при всем при этом я категорически против войны. Но я прекрасно понимаю, с кем мы имеем дело. И сейчас нужно полное военное поражение фашистской России. Только так и не иначе. Вот о чем речь идет. Здесь стоит право существования украинской нации и государства. И это даже не все. Геноцид, который переживет, и это даже для нас, для чеченцев, более неприятного, чем посягательство на честь. Снимать штаны и заставлять бегать на дорожке беговой и говорить: Путин наш царь. Снимать там, заставлять садиться на бутылку. Изнасилование. Это все снимается, это делает ФСБ, не Кадыров. Кадыров ноль. Кадыров, вот всех вот этих, кого вы видите, им дают установки. Делай так, делай сяк. Вот он и делает. Идет уничтожение, моральное уничтожение, слом нации. И я иногда удивляюсь, хотя уже давно перестал, удивляюсь с чеченцев, которые служат вот в этом ФСБ, вот в этим ментовкам и так далее, когда, их же тоже унижают. Насколько они ненавидят наш народ чеченский, свой народ, фактически, вчера был свой народ, что они вот идут на поводу вот этих холопов, становятся подхолопными и унижают. Не просто убивают, уничтожают, а унижают еще свой народ. Вот так, как-то так. Алейкум ассалам. Так, друзья, скажи, где ты живешь, в какой стране, что ты так разговариваешь? Я в Грозном нахожусь. Вот сейчас я в центре Грозного нахожусь. Вот я жду, пока ты и Кадыров приедет сюда. Я вам двоим наваляю. Так, короче, ты где-то летаешь по каким-то препаратам. Ну вот, зашли к нам вот эти
Гибнюки зашли и все, появились. Так, ассаламу алейкум, ассалам, худувайга, ва алейкум ассалам, дикносовым дать. Дякую за підтримку України. Слава Україні! Так, Асан, тогда мы героям славы, Украина, героям славы желаем, победы украинцев, чтобы они победили в этой войне, этой армии могучей, 100%. Асан, тогда мы говорим, не сдавайтесь, Украина, все будет Украина, да будет свободная Ичкерия, это Господи, благослови Америку. Аминь. Да, да, Ален, я в Германии, я в городе Гамбурге нахожусь. Русские террористы прекрасно знают мой адрес, они прекрасно знают, и они просто пока еще у них другие дела, поэтому они никак до меня не доберутся. Банд-притон, так называемое посольство фашистской России в Германии, прекрасно знает мой адрес. ФСБ знает, чеченоговорящие кадыровцы, ФСБшники, ГРУшники тоже знают. И абсолютно я плюю на них, на всех них, самая высокая колокольня города Гамбурга. Поэтому наговорил себе на пожизненное. Санек, я то, что сейчас тебе говорил, я уже, знаешь, сколько, уже 3 года говорю. Да, у вас слова это мысли преступления. Это вы фашистская страна. Вы убиваете за то, что человек думает иначе, говорит не то, что вам нравится. Да, и ты это подтверждаешь. И вот это ты даже этим как бы, не знаю, там, угрожаешь, наверное, или там, не знаю, кичишься этим. Но ты живешь в ГУЛАГе. Мы свободные люди. Мы не убиваем людей только за то, что они хотят жить, говорить на своем языке, иметь свою культуру. Мы вообще не понимаем вас, русских имперцев, которые живут в ГУЛАГе, в тюрьме, в концлагере, в фильтрационном лагере. И пытаются кого-то учить. Вам вообще, русским имперцам, нужно спрятать голову и все остальное в песок, и чтобы вас никто не видел, потому что вы позорники. Вы не имеете чувства собственного достоинства. Вы никто, понимаете? Вы никто. Вы не хозяева своей жизни, своей судьбе. И люди, которые хотят быть хозяевами, они для вас лютые враги. Вы их ненавидите. Потому что, ну как так? Я такой бич, сижу, ничего не делаю, а этот такой смелый, отважный и так далее, и так далее. И вы их ненавидите больше, чем тех, кто вас угнетает. Вот вы какие. Так нет имперцев, боты одни. Нет, не скажи, есть. Есть. А так боты есть. Это правда, конечно, очень много ботов. Ты большой хозяин, ты большой хозяин. Так, за свободу, все, стал Украине героем. Асан, что лучше, быть невыездным или выездным? Быть невыездным или выездным? Я не понял, что ты имеешь в виду. Ну, лучше выездным быть, конечно. Свобода есть свобода. Слава Ичкерии, героям слава. А ты кто? Почему не в Чечне? Как не в Чечне? Я же говорю, в центре Грозного вот сижу сейчас, жду, Кадыров сейчас подъедет. А кто твой хозяин? У меня нет хозяев, понимаешь? Я свободный человек, я свободный казак, я чечено-бандеровец. У меня нету хозяев, понимаешь? У меня есть добрая воля. Вот это мой хозяин, моя свобода. Профессор, наверное, храброй воды выпил, говорит. Я вас знаю, вы красава, привет из Казахстана. Салам, Казахстан. Так, Асламу, дику. Асламу, дику, дал Бухаста. Чечня у него сердце. Совершенно верно, 06 регион. Вы адвокат? Да, я работал раньше адвокатом. Фашистська Росія. Слава свободним синам Ічкерії. Героям слава, Олег. Дуже дякую. Слава Чечне, слава Україні. Героям слава. Парень, огонь. Не то слово просто.
В России на митингах в прошлый год арестовали 400 человек, в Британии 3500. И где свобода слова? Братан, ты мне не братан, ник смени. Да, свобода. Вы такой, знаете, если бы КГБшники, ФСБшники врали бы, откровенно врали бы, а, ну просто, они и так, конечно, врут, у них разные там этапы, они вообще сделали искусство из этой лжи, конечно же. И если бы было бы слишком откровенно, хотя бы тогда тоже нашлись бы полезные идиоты, которые им верили бы этой лжи, но они умеют хитро врать. Где-то ложь бывает 10%, вообще 90% правды. Где-то бывает 20%, где-то 50/50. Все по-разному. Все по-разному. Но вот он мне говорит сейчас, почему в Британии задержали 3500, а в Москве задержали 400. Ну, во-первых, наверное, в Москве не столько вышло и не бузили, наверное. Да? Как это делают там в Британии. А ты знаешь, как во Франции бузят? Это вообще, французам дай только повод, они там полгорода сжигают вместе с машинами и все остальное, мусорными баками. Поэтому все, конечно же, относительно тому, что тут есть. И в вашей фашистской России нету абсолютно никаких прав, ничего нет. А в Британии, о которой ты говоришь, в Великой Британии, я тебе могу сказать, что все люди на этой земле мечтают судиться в высоком лондонском суде, потому что доверяют ему 100%. Со всего мира, не граждане Великобритании, арабы, арабские шейхи судятся, российские миллиардеры там судятся и все остальные. Потому что это самый справедливый, один из самых, с репутацией одного из самого справедливого и независимого суда. И вот теперь мне скажи, что будет с теми 3500, если это правда, конечно, я тоже слабо верю, конечно, в эту ложь. Что будет с этими 3500 людьми? И что будет в фашистской России с 400 людьми, где суда нету вообще? Я как бывший адвокат могу тебе сказать, нету никакой судебной. В каждом московском суде, в каждом, есть свои решалы. Ты подходишь, договариваешься, он идет к суде, он садится, его ловят, бывает там у них конкуренция, ФСБ, под ФСБ все судьи ходят, еще со времен НКВД. И бывает там кого-то слишком оборзевшего посадить надо, или наоборот приструнить надо. Так вот, судьи сами не берут, а есть доверенные люди у них. И адвокаты иногда бывают, ну, бывают специальные люди в судах, в каждом московском суде. Это просто про московский говорю. Других там ты прям к суде подходишь и договариваешься, в регионах, например, через знакомых подошел, да, что, как, какой приговор там и так далее, и так далее. Поэтому берут все, от ФСБ, там, как помнишь, как в фильмах про Сталина, там звонит, он встает, то есть, да, товарищ Сталин. Вот когда звонит ФСБ, ваши судьи вот так отчитываются перед там начальником районного там ФСБ. Не говоря уже о более высоких чинах. Поэтому плохо у вас все, плохо. Ну, вас устраивает, я не против, на самом деле. Есть люди, которым нравится унижение. И некоторые даже от этого получают даже удовольствие от этого унижения. Понимаешь, есть даже целые направления в этом. Сада, Маза, там, туда-сюда. Есть это все. И я допускаю, что вы отдельный народ, у вас есть своя Московия, там, своя территория, и вы хотите там жить и получать розгами по спине каждый день. Мне это не надо, но если вам это устраивает, я готов это принять. Ну, что поделаешь, есть такие люди. Нас не тяните в это свое болото. Вот такую маленькую Чечню отпустите, оставьте нас. Живите, делайте, что хотите. Нет, вам надо утопить в крови. Утопить просто в крови вам надо. Все живое сжечь надо. А потом залезть на кровать или на обеденный стол и там нагадить. Или в мечеть зайти и на ковры там нагадить. Вот вы какие, понимаешь? Вам
в бассейн вы можете, там, в родник можете. Ну, вот такие вы. Это же не единичный, об этом еще Толстой писал. И вот в эту войну вы то же самое у нас творили. Вы не меняетесь, вы такие, вы не просто мазохисты, которым это нравится. Вы еще извращенцы, которые любите гадить везде, там, все пачкать, все, ну, не знаю, разбить, сломать, там. Зачем? Зачем? Это не касается всех русских. Опять же, есть нормальные, порядочные люди. У нас в Грозном жили такие нормальные, порядочные русские. В первую очередь. И в России они есть, я знаю. Но они исключения из правил. Вот как-то так. Многие подстраиваются. Да. Так, друзья, как вы знаете, мой канал, основной канал в YouTube забанен. Уже второй страйк я получил. На территории фашистской России он запрещен. Ну, у меня есть сейчас, я пользуюсь резервным каналом. Вот сейчас я вещаю на резервный канал Аслан Арцуев, Human Rights Center Ичкерия. Правозащитный центр Ичкерия называется моя правозащитная организация. Зовут меня Аслан Арцуев. Я призываю вас всех из ТикТока переходить на мой канал в YouTube и подписывайтесь на него. Потому что нам всячески пытаются нас запретить. Роскомпозор запретил мой канал на территории фашистской России. Ну, тот основной, который сейчас пока до мая будет в бане. И сейчас вот этот канал Аслан Арцуев, Human Rights Center Ичкерия. Заходите, подписывайтесь. Подписывайтесь, друзья. Так, друзья, мы уже почти сколько мы? 2 часа почти в эфире. Час 46 показывает, да? Как найти, повтори. Аслан Арцуев. Аслан Арцуев. Арцуев. Вот так написано по-английски. Аслан Арцуев и Human Rights Center Ичкерия. Ну, вы просто можете Аслан Арцуев вбить, там появится. Но этот мой канал, который сейчас не забанен, вы вот сегодняшний наш стрим можете его увидеть там, потому что я сейчас вещаю и на YouTube, и на TikTok. И в YouTube это все будет сохранено. Поэтому у вас тут, я смотрю, много собралось. Заходите, подписывайтесь. И да поможет нам Бог в защите прав человека. На этом я тогда свой стрим заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. И не сдаваться. Пока ты не сдался, пока ты не признал поражение, ты не проиграл. Этим руководствуемся, этим живем и продолжаем и будем так жить. Никогда мы не сдадимся фашистской империи. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи! Благослови Америку и дай ей сил и нам всем сломать хребет этой имперской фашистской России. Всего хорошего, друзья. До свидания. Спокойной ночи. Адикер массера маш оль бюздер алюэль. Массер комментариев. Иш сахен чун энтирдол. Всего хорошего.